Кыргызстан занял свое особое место в мировом сообществе. Тому свидетельством служат многочисленные договоры не только с другими странами, но и международными организациями. Помимо прочего, именно в нашей стране в наступающем году состоится саммит ООН «Центральная Азия», в котором примут участие представители почти из 200 стран мира. Эту инициативу озвучил президент еще в сентябре в видеопослании на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вторая идея президента, которую также поддержали в ООН – утверждение программы пятилетнего развития горных регионов. Это предложение, как считают эксперты, поможет не только Кыргызстану, но и всему миру. Ведь таких горных стран, как наша, на Земле насчитывается сотни и множество стран со спорным статусом. Кроме того, по инициативе президента Садыры Джапарова Организация Объединенных Наций объявила 2022 год Международным годом устойчивого горного развития. Соответствующая резолюция была принята на днях на пленарном заседании сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция о Международном годе устойчивого горного развития была принята единогласно всеми государствами-членами организации. Более того, 93 государства соспонсировали данный документ. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН от группы друзей горных стран мы инициируем, чтобы вновь объявить 2022 год Международным годом гор, утвердить пятилетнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году, созвать глобальный саммит Бишкек плюс 25. В борьбе с коронавирусной инфекцией, как и в пословице «друг познается в беде», Кыргызстан получил много поддержки. Среди тех стран, что оказывал помощь нашему государству, первой, безусловно, была Российская Федерация. Кыргызско-российское стратегическое партнерство будет продолжаться и укрепляться, уверены в свою очередь эксперты по внешней политике. Конечно, Россия – это наш стратегический партнер. Россия, Кыргызстан, они члены Евразес, члены ШОС, члены еще других организаций, наш стратегический партнер, так что в этом плане тоже дела идут. Кстати, Россию с государственным и рабочим визитами глава государства за этот год посетил дважды. Намерение продолжить работу по укреплению союзничества России и Кыргызстана определяется и такими встречами на разных уровнях. Так наблюдается активная динамика взаимодействия по всем ключевым направлениям, а особенно в военно-технической и экономической сферах. Наша республика всегда делает ставку на ключевых партнеров, которые связаны прежде всего в плане экономики и в плане безопасности. Мы на поверхности Российская Федерация, по разным оценкам примерно 1 миллион наших граждан в постоянном режиме. Сейчас он более постоянным стал, потому что была сезонная раньше миграция. В основном у нас находится в России, и мы это видим по количеству переводов. Потому что они увеличились в этом году по сравнению, допустим, 2020 год, понятно, это была пандемия, но и в 2020 году были месяцы, когда количество переводов было больше, чем в 2019. Такое сотрудничество Кыргызстан, стоит отметить, развивает не только с Россией. Сейчас, к примеру, в области культуры активно выстраиваются отношения с Турцией, ведь мы передали эстафету по проведению всемирных игр кочевников именно этой стране. Но культура не единственный приоритет в двусторонних отношениях. Туризм, бизнес и многое другое намерены развивать страны совместно. Для этого в сентябре в Кыргызстан приехал вице-президент Турции. Он отметил, что Турция готова делиться опытом с нашей страной. Türkiye ve Kırgızistan iş dünyasının kıymetli temsilcileri. Наша актуальная цель – достижение товарооборота в $1 миллиард между Кыргызстаном и Турцией. Но этот план – только первая цель. Дальше мы должны работать над тем, чтобы достигнуть товарооборота в $5 миллиардов. Товарооборот растет каждый год. Сегодня в Кыргызстане работает 300 компаний турецких предпринимателей. Мы не должны останавливаться. Наш потенциал намного выше. Это касается текстиля, сельского хозяйства, логистики, энергетики, цифровизации. Наши предприниматели готовы реализовывать самые смелые проекты в Кыргызстане. Надеемся на поддержку кыргызской стороны. У нас есть все возможности для развития. Особо стоит отметить кыргызские гидростанции. Наши специалисты готовы провести оценку объектов. Мы готовы решить таможенные проблемы. Ну и
не стоит забывать о ближайших соседях. Сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном развивается за последние годы особенно усиленно. Это замечают и внешнеполитические эксперты. Ведь в этом году именно в эти страны глава государства отправился с визитами, которые принесли моментальные результаты. Взять, к примеру, Узбекистан. Немногим позже визита главы государства в Кыргызстане уже приступил к работе Узбекско-Кыргызский фонд развития. Мне надо отмечать, что этот фонд все-таки будет помогать в линии, очень будет помогать нашим фермерам и предпринимателям. Потому что наша республика, это аграрная республика, 60% населения живут в аграрной местности, сельской местности. Так что это будет очень хорошая поддержка будет для фермеров и крестьянских хозяйств. Вообще, подводя итоги, эксперты отмечают, что 2021 год для Кыргызстана стал особенно важным в области внешней политики. Ведь именно в этом году стране удалось достичь немаловажных договоренностей со многими странами мира. Действительно, если сказать, 2021 год для Кыргызской республики, да, и в частности для нашего президента, вновь избранного, да, Джапарова Садыр Нургоджоевича, был очень таким знаковым годом, да, особенно во внешней политике. Он посетил большое количество государств с государственными визитами, да, то есть активно велась внешняя политика со странами ближнего и дальнего зарубежья. И наш президент, конечно, посетил такие страны, как, например, Узбекистан, все наши ближние да, государства, да, вот соседние дружественные страны. Мы видим, опять же, по действиям президента, он находится именно с этой группой государств в постоянном диалоге. Ну, последнее, что у нас добавилось, как бы тоже можно сказать, есть определенная активизация, это с Турцией. Но здесь вопрос заключается в другом. Мне складывается иногда впечатление, что именно Эрдогану нужно сейчас больше активизировать, да, чтобы у него там очень много своих внутренних социально-экономических проблем непосредственно в самой Турции. Поэтому он заинтересован создать для себя имидж такого политика, который как бы имеет весомое значение в Центральной Азии. Внешнеполитический курс Кыргызстана не претерпит изменений, останется последовательным, предсказуемым и прагматичным, говорится в национальной программе развития страны до 2026 года, принятой указом президента Садыра Джапарова. Таким образом, власти обещают активизировать работу по продвижению национальных интересов в международном сотрудничестве в рамках многосторонней и двусторонней дипломатии. Айзада Урумбаева, Джантай Макенов, Пирамида.